Здравствуйте, в эфире новости Осетии. Расскажем о главных событиях. К этому часу в студии Вячеслав Музаев. И вот основные темы выпуска. Объем производства 250 тонн в сутки. Сотни рабочих мест и самое современное оборудование. В Беслане работает завод по производству кормов для рыбы и крупного рогатого скота. Работу проинспектировал глава Сергей Миняйло. Организация детского отдыха, пассажирские перевозки, обращения граждан. Это одни из главных тем заседания парламента республики. Подробности через несколько минут. Сегодня такой большой праздник, что наши младшие ходят, смотрят, интересуются. В республике прошел первый открытый межрайонный фестиваль-конкурс «Осетинские пироги». В приготовлении участвовали 8 поваров. Кто оказался самым лучшим? В этом году единый государственный экзамен будут сдавать больше 3600 человек, 41 из них из Южной Осетии. Об этом на аппаратном совещании сообщила министр образования и науки Элла Алибекова. Подготовка к ЕГЭ проходит в штатном режиме. На прошлой неделе успешно провели техническую апробацию. Говорили и о предстоящей оздоровительной кампании. В этом году в летних лагерях отдохнут 36 тысяч детей. По поручению Сергея Миняйла в реестр организации включат Центр развития «Вершина» и «Кванториум». Пришло извещение о том, что Голикова будет проводить ВКС по летней оздоровительной кампании. Поэтому подготовьте необходимые документы для участия. И еще раз акцентирую внимание, что мы говорим о кванториуме, мы говорим о вершине, но у нас в школах развернуты точки роста. Поэтому все эти пришкольные оздоровительные кампании, лагеря, они должны быть тематическими. Туда надо подключить Минспорта, Минобрнауки. Понятно, да? Значит, средние учебные заведения и высшие учебные заведения. Противодействие коррупции в сфере твердых коммунальных отходов обсудил Сергей Миняйло на заседании Республиканской комиссии. В Северной Осетии собирают и утилизируют мусор два региональных оператора «Чистый город» и «Эра». За последние 2 года в населенных пунктах установили больше 1000 новых контейнеров. По словам министра ЖКХ, топлива и энергетики Майрана Тамаева, нет инфраструктуры для обработки и утилизации строительных отходов. Решить вопрос помогут 163 специализированные площадки. Еще одна проблема – несанкционированные свалки. С 20 по 22 марта специалисты Минприроды совместно с активистами Народного фронта выявили 79 таких точек. Сергей Миняйло поручил профильному ведомству не допускать их возникновения, а главам районов активнее работать с населением. 1000 тонн продукции в год и амбициозная команда профессионалов. В Беслане запустили завод по производству кормов для рыбы и крупного рогатого скота. Реализует инвестиционный проект компания «Русмодус Фит». Первый этап уже освоили, закупили оборудование и модернизировали производство. Потенциал впечатляет. Сегодня завод посетил глава республики Сергей Миняйло. Подробности в материале Алины Цгоевой. Этот завод в Беслане едва ли не самый передовой в регионе. 200 тысяч тонн продукции в год. Производственная мощность, о которой заявляют здесь, только начало большой работы. За 5 секунд определяет протеин, жир, влагу, все полностью. Лаборатория – сердце предприятия. Именно здесь контролируют все этапы производства. Работа на качество и совесть, говорят сотрудники. Основные показатели и нормы отслеживает компьютер. Разница между, допустим, карманным молоком, увеличением набоя, веса, может, да? Мы производим. Уже производим. Для молочных коров отдельно, для откорма отдельно, для телят отдельно. А то, как у нас уже производят корма для рыбы и крупнорогатого скота в цехах, Сергею Миняйло показывают поэтапно. Глава поднялся на каждый этаж завода, обошел территорию, посмотрел и оценил уникальное оборудование. Корма для рыбы, к примеру. Но это вообще-то дефицитная вещь. Почему? Потому что, допустим, для форелевых хозяйств, и не только у нас,
И в других регионах крупных хозяйств корма закупали за границей. Вот. У нас есть полная возможность сделать свою кормовую базу. Это только вот сегодня здесь один из видов кормов для рыбы. Ну и объем производства 250 тонн в сутки. В принципе, это хорошая история. Вот, вот этот проект, 2 года назад мы его начинали, более 2 миллиардов рублей инвестиционных. Завод по производству комбикорма – это реализация большого инвестиционного проекта. Тут будут заниматься развитием сельского хозяйства в России, да и в целом импортозамещением кормов, говорят эксперты. На стадии строительства, реконструкции у нас уже были заключены предварительные контракты с компаниями, да, то есть самыми крупными, скажем, начиная от самых крупных компаний России, да, но и включая мелкие компании, небольшие рыбные хозяйства и так далее. И мы тоже не отказываем, потому что хотим поддержать максимально всех. Соответственно, сейчас, на настоящий момент, у нас заключено более 15 контрактов уже действующих. Действующая мощность предприятия на первом этапе составляет производство рыбных кормов 250 тонн в сутки, комбикормов для скота 300 тонн. Объемы колоссальные, не говоря уже о том, что предприятие претендует стать градообразующим. Этот завод пока единственный в регионе социально значимое предприятие, где уже трудоустроено больше 100 человек. В этом, кстати, большое преимущество, потому что каждый сотрудник уже с опытом работы после специального обучения, после которого не нужно привыкать к здешним технологиям. Алина Ацгоева, Артур Дудаев. Новости Осетии. Сегодня же Сергей Миняйлов встретился с президентом Федерации фехтования России Ильгаром Мамедовым. Он подчеркнул, чемпионат России во Владикавказе прошел при полных зрительских трибунах. Это говорит о живом интересе жителей, особенно молодежи, к этому виду спорта. Стороны обсудили перспективы развития этого направления. В частности, речь шла о совершенствовании спортивной инфраструктуры, создании современных и комфортных условий для занятий фехтованием. На встрече предложили проработать вопрос создания в Северной Осетии зала для фехтования либо отдельного комплекса. Для этого предстоит определить возможности республики и федерации, а также рассмотреть механизмы государственного частного партнерства. По телевизору. Органы местного самоуправления Владикавказа и районов республики займутся организацией и обеспечением отдыха и оздоровления детей. Соответствующий законопроект в первом чтении поддержали единогласно на очередном заседании парламента Северной Осетии. Депутаты обсудили еще несколько важных вопросов. Обо всем по порядку в материале моей коллеги Сабины Гатаговой. Парламентарии республики в первом чтении поддержали законопроект о регулярных перевозках по муниципальным маршрутам. Сейчас предусмотрены только межмуниципальные. А еще так получится отрегулировать тариф, создать условия для маломобильных граждан. Мы идем в ногу со временем и считаем, что транспортные средства, которые обслуживают население, должны быть оборудованы и валидаторами, и ГЛОНАССом, и тахографом. Это все делается для безопасности. А органы местного самоуправления Владикавказа и районов Северной Осетии отдельно организуют и обеспечат отдых и оздоровление детей. Законопроект поддержали единогласно. По словам специалистов, летняя оздоровительная кампания затронет десятки тысяч детей и подростков. В период подготовки к оздоровительной кампании проводим проверку совместно с ведомствами определенными. Это МЧС по республике, потом Росгвардия, предмет безопасности, антитеррористической защищенности. Затем Роспотребнадзор, он дает, по нашей республике дает разрешение на проведение оздоровительной кампании каждой организации, которая входит в реестр. Ну и в течение всей оздоровительной кампании у нас есть план, график проверок определенных. По статистике уполномоченного по правам человека в республике, за год обработали больше 1500 единиц корреспонденции с индивидуальными, коллективными и анонимными обращениями. Кроме того, Тамерлан Скоев рассказал о помощи участникам специальной военной операции и их семьям. Так, в марте 2022 года решением уполномоченного правительства была создана рабочая группа по обеспечению дополнительной гарантии. Рабочая группа занимается оказанием всемирной правовой, гуманитарной, организационной поддержки, помощи перемещенным лицам из тогда ДНР, Украины, военнослужащим, родственникам военнослужащих и добровольцев, раненым. При этом, конечно же, с начала проведения мобилизационных мероприятий осенью ситуация также существенно поменялась. Поэтому в аппарате уполномоченного начала работать горячая линия по наиболее важным и социально значимым вопросам.
Поступали многочисленные звонки как от самих мобилизованных, так и от их родственников. Всего парламентарии обсудили 25 вопросов. Они касались налогов, земельных участков, промышленной политики и сельского хозяйства. Сабина Гатагова, Лан Суанов. Новости Осетии. Развитие водохозяйственного комплекса республики обсудили на рабочей встрече премьер Борис Джанаев и руководитель Росводресурсов Гусейн Курбанчиев. По его словам, сегодня важно эффективно реализовать совместные проекты, в числе которых оздоровление озер Бекан и Моздокского. В планах еще несколько масштабных вопросов. Завтра во Владикавказе состоится 29-е заседание Совета Западно-Каспийского бассейнового округа. На территории нашей республики очень много объектов, которые требуют реализации, правильной реализации совместно с Росводресурсами, ну и в тесном взаимодействии с вами. Нам необходимо, конечно, и расчистка рек, и берегоукрепление, и строительство дамб. Весь комплекс вопросов, которые сегодня существуют, проблемных вопросов, мы решаем конструктивно, в взаимодействии. Это уже вот хорошие результаты и достижения. Поэтому спасибо вам огромное за организацию этой работы, которая сегодня вот происходит в данном случае у нас в республике. Сохранить и развивать народное искусство и этнокультурное многообразие республики. Зампред правительства Лариса Туганова провела первое заседание оргкомитета в рамках года Нартиады. На нем представили варианты логотипов. Итоговые утвердят в ближайшее время. Всего в плане больше 100 мероприятий. Одно из ярких событий – масштабная выставка «Дети солнца» в художественном музее имени Махарбека Туганова. Там представили ценные предметы, картины, раритетные издания. Выставка подробно знакомит с миром нартов глазами местных художников. В их работах оживают эпические сюжеты и мотивы. Кроме того, можно увидеть надочажные цепи, ритуальные чаши, элементы национальных костюмов осетин. Первое предварительное слушание по делу Цкаева перенесли из-за неявки 3 осужденных. В частности, в суд из колонии не успели доставить Суслана Ситохова и Алана Хухоева. Азамат Цукиев, по некоторой информации, сейчас находится за границей. В суде не появились и несколько адвокатов, а у некоторых и вовсе нет соглашения с осужденными. Напомним, решение Ленинского районного суда Владикавказа по делу Цкаева отменил 5-й кассационный суд Пятигорска. Следующее заседание состоится 11 мая. Сегодня предполагались первые предварительные слушания. Судья их не провела по той причине, что отсутствовали адвокаты и, соответственно, подсудимые. Я надеюсь, что это очень быстро на этот раз закончится, и судья будет справедлив и беспристрастен. К другим темам. Первый открытый межрайонный фестиваль-конкурс «Осетинские пироги» провели в республике. Свое мастерство показали 8 талантливых поваров. У каждого свои уникальные неповторимые секреты приготовления вкусного теста. Получившийся результат оценивало профессиональное жюри. Обо всем подробнее в материале Фатимы Дзадзоевой. Просеять муку, замесить тесто и подготовить свежий сыр для ритуальных треугольных пирогов. Их пекут только в праздники, поэтому важно строго соблюдать традиции. В Осетии каждый знает, хорошая хозяйка печет пироги с тонким тестом и щедрой, равномерно распределенной начинкой. И за этим внимательно следят эксперты. Конкурсантки готовят пироги с сыром, картофелем и мясом. Экспертная группа состоит из преподавателей Северо-Осетинского государственного торгово-экономического колледжа. Оценивают внешний вид, качество выпечки, консистенцию начинки и вкус. Первый открытый межрайонный фестиваль-конкурс «Осетинские пироги» организовало Управление культуры пригородного района. Идея появилась каким образом? То есть у нас было у начальника совещание с министром, и он нам озвучил такую задачу, чтобы мы, районы, ездили друг к другу, чтобы мы видели работу друг друга. И таким образом я думал, чтобы такого придумать, чтобы заинтересовало людей и другие районы. В нашу голову пришла такая идея, в частности, это директора
районного дворца культуры Хадизы Макиевой. В конкурсе участвовали представители 7 районов республики и Владикавказа. Рецепт приготовления пирогов хоть и известен давно, но у каждой хозяйки есть свои секреты. На фестивале царила добрая семейная атмосфера. Такой большой праздник, что наши младшие ходят, смотрят, интересуются. И это очень хорошо, чтобы наша традиция не терялась, чтобы каждый в доме делал по 3 пирога сам, но не заказывал. И еще хочу сказать, что чем больше таких у нас конкурсов, тем больше будет у нас пример показания для младших. В арсенале участниц дровяные печи, в которых осетинки пекли пироги испокон веков. Только в дровяной печи пирог получается необычайно ароматным и вкусным. Мероприятие приурочили к году осетинской нартиады. На площадке фестиваля также варили традиционные напитки из нартского эпоса. А ремесло небесного кузнеца Курдалагона представил Марклен Цориев. А что мы сейчас делаем? Мы сейчас делаем открывалку. Для бутылок она же и банки открывает. Здесь же выставка традиционных осетинских блюд, национальных костюмов, музыкальных инструментов и домашней утвари. Все в сопровождении, конечно, осетинских песен и музыки. Победителем конкурса стала Марина Жажиева, участница из пригородного района. Второе место заняла Залина Боцоева из Владикавказа. Третье – Алина Кисаева из Иравского района. Фатима Зазоева, Артур Гаглоев. Новости Осетии. Человек многогранного таланта и неординарного мышления. Актер и кинорежиссер Анатолий Шульев стал главным режиссером театра имени Вахтангова. Его спектакли с большим успехом проходят на ведущих московских сценах. Каждый как настоящее событие и еще одна возможность рассказать миру о важных человеческих ценностях. О том, с чего начинался его творческий путь, в нашем следующем сюжете. Неординарный, яркий, амбициозный и бесконечно талантливый Анатолий Шульев – молодой, перспективный, полный новых идей и планов. Он готов удивлять и воплощать в жизнь даже самые смелые, неповторимые замыслы и проекты. И, кажется, одинаково комфортно чувствует себя в роли актера и кинорежиссера, а теперь уже и главного режиссера театра имени Вахтангова. Громкая новость разлетелась на прошлой неделе. А ведь все начиналось в родном городе, когда совсем еще маленьким мальчиком мама впервые привела его вместе с братом в детский музыкальный театр «Премьера». В 1997 году в образцовый детский музыкальный театр «Премьера» мама привела 2 очаровательных мальчиков. Это Анатолий и Владимир Шульевы. Ребята пришли в возрасте 6-7 лет и занимались актерским мастерством. И хореография у Смирновой Елены Владимировны, второго нашего руководителя. Ну, ребята были с детства одаренные, нестандартные, с оригинальным творческим мышлением. И вот Анатолия как раз это отличало от других сверстников. Разглядев в нем большой потенциал, они приложили все усилия, чтобы раскрыть незаурядные способности. Спустя годы Анатолий поедет покорять столицу, где с успехом поступит в ГИТИС в мастерскую Михаила Скандарова. А позже окончит режиссерский факультет театрального института имени Щукина. Будет учиться у Римаса Туминаса, который и поддержит его кандидатуру в качестве главного режиссера. Мы, безусловно, очень рады. И, конечно же, новость ожидаемая, потому что Толика мы знаем с ранних лет. И до сих пор поддерживаем тесную, плотную связь. Наши выпускники, приезжая в Москву, поступая в ведущие вузы театральные или киновузы страны, они с ним встречаются, он их поддерживал, консультировал. Толя, мы занимались в одной группе. Вообще это было самое счастливое время, запоминающееся. Мы сейчас общаемся. Был очень положительным, веселым, смешным, добрым мальчиком. Мы все вместе, у нас была очень дружная группа, мы хорошо общались. Его постановки с завидным неподдельным успехом проходят не только на вахтанговской сцене, но и в других ведущих московских театрах страны. Спектакли «Дурочка», «Амадей», «Бешеные деньги», «Старший сын» – и это далеко не полный список. В каждой картине есть то, что объединяет, заставляет задуматься, одновременно вдохновляет и дарит надежду, как отражение поиска истины и ответов на извечные вопросы добра и зла, предательства и верности. А еще в творческой биографии молодого человека есть несколько снятых короткометражных фильмов, среди которых «Крылья за закрытой дверью», «Дар».
Трудолюбие, целеустремленность, неординарность мышления, помноженный на талант, наверное, и есть та самая беспроигрышная формула его личного успеха. Но все же особую роль в его жизни сыграли родители. Для его родителей невозможного просто не было. Если Толику было интересно и нужно, они шли и всегда во всем ему помогали. Вот это вот безусловный фанатизм и вера в своего ребенка вот сотворила такое чудо, на мой взгляд. Несмотря на загруженность, он и сейчас помнит тех, с кем начинал постигать непростой мир искусства, кто был рядом, поддерживал и наставлял. Анатолий по возможности приезжает в Владикавказ с мастер-классами, общается с начинающими актерами, старается помочь тем, кто так же, как и он, мечтает однажды выйти и покорить большую сцену. Анна Голобаева, Заур Кодзаев, Новости Осетии. В Гизеле провели футбольный турнир памяти погибших в ходе спецоперации земляков. В церемонии открытия приняли участие родственники бойцов местной администрации и представители руководства республики. За звание чемпиона боролись всего 4 команды из разных районов. Победителей и призеров наградили грамотами, медалями и кубками. По словам организаторов, главная цель не только развитие спорта среди молодежи, но и воспитание в них патриотизма. Турнир планируют сделать ежегодным. С Гизелью недавно играли, было, на Октябрьском был такой же турнир. Было тоже прикольно, заняли 3-е место. Мы хотим этим турниром поддержать наших парней, которые сейчас на спецоперации. Мне очень важно проводить такие мероприятия, поскольку все, что мы можем на сегодняшний день, это, конечно, чтить память этих ребят, которые на сегодняшний день погибли. И вот эта администрация местного самоуправления решила провести такое мероприятие. Обратились, мы поддержали такое предложение. Я думаю, запоминающимся станет такой турнир и станет примером для всех районов. Это были все новости к данному часу. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.